Исторические события или установление крепкой диктатуры в Центральной Азии. Что происходит? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 8 мая подписал указ о проведении в стране досрочных выборов. Официальная информация опубликована в телеграм-канале узбекского лидера. Досрочные выборы в Узбекистане станут первыми после внесения поправок в Конституцию страны. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев объявил о проведении досрочных президентских выборов. Также он рассказал, почему было принято такое решение, почему он отказывается от оставшихся 3,5 лет своего президентского срока. Вы сами видите, согласно нашему основному закону, во-первых, реформируются все ветви власти, между ними серьезно меняются отношения и баланс. Во-вторых, обновленная конституция ставит перед президентом, парламентом, правительством, министрами, хакимами неотложные новые политические и социально-экономические задачи. В-третьих, наш народ ждет от нас крайне важных и актуальных изменений и реформ во всех сферах. В-четвертых, в нынешней ситуации, когда в мире и в регионе протекают острые и сложные процессы, самым актуальным и важным вопросом становится поиск и реализация правильного и эффективного пути развития, заявил президент Узбекистана. Позже он подписал указ о проведении выборов не позднее 9 июля 2023 года. С инициативой внести изменения в Конституцию страны Мирзиёев выступил в декабре 2021 года. Алишер Ильхамов ранее говорил, что изменение Конституции в первую очередь делается для Мирзиёева, чтобы дать ему возможность обнулить нынешние сроки и идти на новые 2, точно так же, как это ранее сделал Владимир Путин, а дальше он еще придумает. По данным ЦИК, проект поправки к Конституции Узбекистана на референдуме поддержали чуть более 90% или чуть более 15 миллионов человек, принявших участие в голосовании. Явка составила 84,54% или 16,6 миллиона граждан Узбекистана. Постановлением ЦИК от 1 мая новая редакция Конституции в соответствии с законодательством вступила в силу. Референдум о поправках к Конституции власти Узбекистана планировали провести еще в прошлом году. Этому помешали протесты в автономной республике Каракалпакстан. В предлагающейся тогда новой версии Конституции планировалось значительно ограничить автономию республики и лишить ее права выхода из состава Узбекистана. В июле 2022 года в столице Каракалпакстана Нукуси и окрестностях прошли многочисленные акции протеста. Власти жестко подавляли их. По официальным данным, в ходе протестов погибли 18 человек, более 240 пострадали, свыше 500 были задержаны. В итоге президент Мирзиёев предложил сохранить суверенитет автономии Каракалпакстана. Шавкат Мирзиёев был избран президентом Узбекистана на внеочередных выборах в декабре 2016 года после смерти первого главы государства Ислама Каримова, возглавляющего страну с 1989 года. В октябре 2021 года Мирзиёев вновь выиграл президентские выборы, набрав по официальным данным 80,12% голосов. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь, по сути, если Мирзиёева вновь выберут, то, скорее всего, он останется еще на 2 срока, тем самым будет править более десятилетия, что, в принципе, и предвещают многие эксперты. Как вы к этому относитесь? Не видите ли вы в этом нотки диктатуры и узурпации власти? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!